На 84-м году жизни не стало ветерана педагогического труда, заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва, отличника народного просвещения, учителя физической культуры высшей категории школы номер 3 города Кызыла Нины Максимовны Кузьминой. Нина Максимовна Кузьмина – легенда отечественного спорта. Ее педагогический стаж составляет 64 года. Уроки, секции, соревнования и снова уроки. А между ними активная пропаганда здорового образа жизни. Ее личные достижения в соревнованиях разного уровня. Нина Кузьмина – чемпионка города и республики по легкой атлетике, гимнастике и лыжам. Все ученики у Нины Максимовны любимые. Один из них – министр обороны Сергей Шойгу, выпускник школы номер 1. Нина Максимовна дала путевку в жизнь и в большой спорт сотням своих ребят, которые сегодня являются врачами, педагогами, военными. Это люди самых разных профессий, работающие по всей стране. И все помнят своего учителя как самоотверженного и верного своей профессии. Спорт и школы – это была ее жизнь. Добрая и светлая память о Нине Максимовне Кузьминой навсегда останется в сердцах ее выпускников, коллег и родителей. Министерство образования и науки, правительство Республики Тыва и коллектив школы номер 3 города Кызыла выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана Нины Максимовны Кузьминой. В Республике Тыва выделено около 1,5 миллиарда рублей дополнительных федеральных субсидий. Из них на улучшение качества медицинского обслуживания жители республики направят 100 миллионов рублей. На приобретение медицинского оборудования, 4 дизель-генераторов в больнице, установку конденсатора кислорода, а также капитальный и текущий ремонт 10 больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. В местечке Алдын-Булак была проведена жеребьевка среди команд, участвующих в этапе военное ралли. Первым быть почетно, но трудно, ведь по его результату будут ориентироваться следующие команды. Первый номер достался команде Монголии. Кто будет следующий, расскажет Сайгын Бырбю. Приглашаем представителя Республики Беларусь. Приветствуем нашего представителя. Номер 6. После монгольских военнослужащих стартует команда сербских водителей. Далее шарик под номером 3 достался Узбекистану. Седьмыми, завершающими старт железных коней, двинут военные водители из Китая. Пятидневное соревнование «Военное ралли» пройдет в 4 номинациях. Индивидуальная гонка, гонка с преследованием, огневой этап и командная гонка. Военное ралли пройдет на территории 3 кажунов республики и на горном полигоне Карахак. Напомним, что в состязании принимают участие военнослужащие из Китая, Израиля, Монголии, Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Сайгын Бырбю, Азамат Точур, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клоян. До встречи в эфире.